i z Duchem Twoim. Ja się powitanie na naszej Świętej Mszy. Teraz patrzenie śpiewam, że to Jezus czeka nas i naprawdę w świątyni zawsze Jezus nas czeka dla tego, aby nas ucieszyć, umocować, darować swoimi łaskami. Сегодня podczas этой Świętej Mszy modlimy się za naszych bliskich pamiętnych, za Pawła, Igora, Ignata, Jana, a tak samo za Terezу у 16 год после ее отхода с этого świata. Просим Бога милосердности и вечное счастье. Как мы могли от нас класть на святейшую оферу, просим Бога за наши грехи. Споведаемся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что совершили перед думкой, словом, ушибком и занятием. Моя вина, вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Молим się. Боже, Ты блукающим показываешь светло Твоей правды, кабы не могли вернуться на добрую дорогу. Да поможущим христианам откинуть стое, что суперечить ихней вере, да имкнуться до того до живота и поклика. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарицу едности Духа Святого, Бог разуще веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. У ті дні захворів Ізахія смиротний. І прийшов до його пророк Ісая, син Амоса, і сказав йому: так каже Пан, розпорядися своим, умираєш і не будеш жити. Тоді Ізахія відвернувся тваром до стіни і молився до Пана, кажучи: о Пане, успомни, як ходив я перед Твоим обличчям у правді і со щирим серцем, і чинив добре у Твоїх очах. І заплакав Ізахія моцно. Тоді скерував Пан до Ісаї словом, кажучи: іди і скажи Ізахії, так каже Пан, Бог Давида, Отця Твоего: я почув Твою молитву, бачу сльози Твої. Вот я додам на Твои день 15 годов. Выбавлю Тебе и этот город с руки ассирийского короля и обороню этот город. И сказал Исаия: принесите вязаную смоку и прикладите до норы, и он будет здоровым. Ізахія ж сказав: який знак мне будет, что я войду в дом Пана? Исаия сказал: такий будет тебе знак от Пана, что виконаю слово, якое сказал. Вось я верну назад на 10 ступенях сонячний тінь, який пройшов по ступенях Ахаза. І вернулося сонце на 10 ступенях, по яких уже спустилося. Это слово Божие. Дякую Пану.
повинен вести у брамы отклани, я позбавлен решты моих годов. Я сказал, не бачу я Пана на землі живих, не убачу больше человека сярод жителів этого свету. Он заховает мою душу от злобы. Разберуть мы жилье и перенесуть от мяне, як шалаш пастуха. Я повинен отрезать як ткач свое життя, і он мені одреже от основи. Он заховает мою душу от злобы. Ким опекуется Пан, той живе, и во всем этом житье моего духа. Ты оздоровил меня и заховал житье мое. Он заховает мою душу от злобы. Аллилуйя, аллилуйя, Овечки мои слухают мой голос, скажа Пан, и я веду их, и они идут за мною. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawłownej Macieja. Chwała Tobie, Panie. U той час Jezus проходил шаббат раз Божий. А учні Его зголодалися и почали зривати колоси и есть. Фарисеї, убачивши это, сказали Ему: «Вось учні Твої роблять то, чого нельзя робити у шаббат». А Ён отказал им: «Вы не читали, что робил Давид, коли зголодався сам, и тыя, хто був разом з ним? Як ён увайшов в дом Божий і ел отвертные хлябы, яких нельзя было есть ни ему, ни тем, кто был с ним, а только одним святарам. Або ті не читали в законе, что в шаббат святары в святыни порушают шаббат, однако не виноваты. Але кажу вам, что тут нечто большее за святыми. Коли ведали вы, что означает милосердность и хочу, а не офяры, не осудили, не виноваты. Бо Сын Человечий – Господар шаббата». Это слово Пана. Chwała Tobie, Chryste. Сьогоднішнє Євангеліє, яке чуємо, напевно, не перший раз. Ісус йде з учнями враз в полі,
gdzie колосится zboża. Сегодня в социальных сетках можно шмат побачить. Фотоздымка dziewczat u życia albo u pszenicy, czy jeszcze na niekim polu, kwiatkach. I mnie osobiste wzruszało takim niezrozumiałym do końca było to, że ja szli nie po swoim polu, a чужим. Рвали колосы, а значит, крали. Вспоминается мне opowiadanie mojej mamy, jaka już ma trochę lat. I ona рассказывала czasy коллективизации Советского Союза, и что то, что чула от своей мамы, где нельзя было в споре собрать колосы, которые заставались после жнива. За это можно было тратить там далеко, там где холодно. А вот и так было. А фарисеи звертають увагу не на это, а на інше. Звертають увагу на то, що не зривають ці колоси і ядуть у шаббат. Тоді, коли нельзя було це зробити. Закон Старого Заповіту, народу вибраного, предупреждал то, что молоть zboża у шаббат нет. И вот этот закон настолько пожали интерпретовать уже вельми так подробязно, что то, что взрываешь и рушишь эти колосы для того, как отрывать зерни, это трактовалось, что это меришь, значит, Боже. И это как бы не нравится. И когда евангелист не кажет, что Иисус так само але он боронить, короче, проводячи інші приклади з Писання, що Давид разом со своими воинами, коли був голодний, вийшов у святиню його п'ятої хліби. Так само святари у святині порушають шаббат. Яким чином порушають? Тому що складають офіари. А значить, так само, первая заповедь офиары были все спальни, значит, эту живёлину треба зарезать было, покласть на охиарник, спалить и так далее. И Иисус скажет, милосердность, хочу они офиары. Бо Сын Человечий, Господа, Шаббат. І вжити слово, яке Ісус каже, милосердності, почувані офіари, якби проливають світ на ягоні виказування відносно обвинувачення, які чують йон і ягоні учні. Бо не може бути так, що чоловік для закона. Или закон повинен служить. И, конечно же, наука католического костела так само там выказывается про то, что голод, в часе голода человек має больше правов, таким значением не здобывается декрет, потому что не про злочинную деятельность, из-за этой отказности нема, меньше. Так само глядячи на сьогоднішній
сённяшняе жыццё на нас, хрысціянаў, як католікаў. Гэтае слово з'яўляецца такой асцярогай перад тым, каб мы таксама тое, што робім згодна з вучэннем Касцёла, не успрымалі як толькі выкананне літары права, як толькі закон, который трэба выканаць. Толькі каб гэта сапраўды нам служыла, каб мы мелі гэтага свядомасць, што калі будзем рабіць так, то значыць атрымаем спадчыну жыццю вечнай. Каб разумелі, што на першым месцы заўсёды з'яўляецца збаўленне чалавека. Няхай сённяшняе слова нас нацоўвае у першую чаргу нашай веры, каб мы пастаянна узрасталі. Пан Бог не аб'явіў для нашага жыцця, таму з даверам узнесём за яго нашыя супольныя малітвы. Молимся за святый Костёл, каб ягоная святость неоспытно узрастала и была здольной переменить увесь свет. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за вязняў, каб яны мелі умовы для того, каб распачаць новое жыццё. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за дзяцей, каб яны маглі нарадзіцца і жыць у спакоі і любові. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлых Павла, Игора, Игната, Яна и Терезу, просячи, каб Пан Бог даровал им грехи и принял до своего владарства. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, каб мы были удячные Богу за всякое добро, якое отримали, и каб умели делиться им с іншими. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, Ты маешь для нас столько милосердности учени, как мы умели świadczyć перед людьми о Твоей любови и доброте. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Милосердный Боже, оглянь ласкаво на дары своего Костюла, перемени их в духовный посилок для Твоих верных, как приймаючи яго яны узрастають святости, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Гору сердца. Узносим их до Пана.
подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы, Святы Отче, заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку праз умілаванага Сына Твайго Jesúsa Христа. І Он Слово Твоє, праз якое Ты ўсё стварыў, яго ўцелаванага ад Духа Святого і народжанага з Панны Марыі, Ты паслаў нам як збаўцу і адкупіцеля. І Он, спаўняючы Твою волю, набыў для Цябе народ святы, распасцёр на крыжы свае рукі, каб смерць перамагчы і аб'явіць мёртвых паўстанне. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышине. Благословенный Той, кто приходит во имя Пана. Хосанна на вышине. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святосці. Таму просім Цябе, свяці, якія дарова свой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёй нашага Пана Jesúsa Христа. І Он, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Вярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе вырвана». Podobnym czynem po wieczeru wziął kielich, znowu Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, кажучи: «Wierujcie i pijcie z jego usi, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowiedu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. A to czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця віри, обращаем смерть Твою во Иису, вызнаем Твое воскресение и чараем Твоего преступления. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, kieruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костёл Твой, расчейный по всем свете. Удосконаливай его любовь разом с Папом нашим Францишком, Biskupом нашим Тадеушем и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, которые поснули в надежде на воскрешение, и про всех, кто в Твоей ласке дошел с года света, и дозволим убачить светло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел в житии вечном едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и Авранником, со святыми апостолами и всеми святыми, которые сподвеку подобались Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Божа, увечал всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Отрымали мы Духа Святого, який нас учинил Божими детьми, там насмехаемся казать: «Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, яко
яку в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego złego, daj łaskawa spokoju w dni naszej. Да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были заущуды вольны от греху, и захованы от всякого неспокою чекали исполнения счастливой надеи и прийти Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мост и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Проси, не зважай на грехи наши, а и на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарыться его супокоем и едностью, и живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой, Пане, нехай завсюди буде з вами. И Духа Твоего. Передайся ближньому знак супокою. Які береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, баранку Божий. Які береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, баранку Божий. Які береш на себе грехи свету, одари нас супокоем. Божий баранок Божий, Божий той, хто бере на себе грехи світу, благословений і покликаний на вечеру Його. Аминь. Я не варты, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Хто споживає тіло моє і п'є кров мою, триває во мне, а я в нім. Сила Христа. Сила Христа. Сила Христа. Сила Христа. Сила Христа. Сила Христа. Сила Христа.
Молимся. Умацование Твоими дарами просим Тебе, Боже, как дякуючи уделу в этом сакраменте, у нас возрастал для избавления праз Христа Пана нашего. Дякую за спольную молитву. Францишканская молодь сегодня застається ще на протяг молитви, виховання, жадаю дорогу Духа Святого. Pan z Wami. Jest ducha i Twoim. Niechaj nas nastawić Bogu Всемогутный, Отец и Сын и Дух Święty. Amen. Идите в упокой Христа. Дякуємо Пану Богу.